Так, группа лидеров по марафонскому бегу 42 километра 195 метров. Вторым бежит Пестрюков Николай. Вот из числа из этих троих будет разыгрываться медали самого высшего достоинства. Кто-то получит серебро, кто-то бронзовую медаль. И все решится на последних 2 километрах. Сейчас остается чуть более 2 километров. Будет интересная борьба, когда до 40 километра бегут 3 спортсмена. Это очень интересно, это очень захватывающе. Скоро будет поворот на улицу Лермонтова, и там уже будет настоящий характер, настоящий бег. Тот, кто проливал много пота, усердно тренироваться на тренировках, невзирая ни на что, ни на холод, ни на жару, ни ветер, ни снег, ни дождь. Тому и улыбнется удача. В марафонском беге случайных побед не бывает. Выигрывает именно тот, кто был хорошо готов именно к этому дню. А когда к финишу прибегает несколько спортсменов, это очень интересно. Были моменты, когда выигрывали с мировым рекордом, и разница между победителем и вторым призером была всего лишь 1 секунда. Я даже не представляю, каково это быть вторым призером в секунде от нового мирового рекорда. Уже становится светло. Это сейчас второй час, наверное. Может быть 1:30, может быть уже 2 часа. Как видите, я обращаюсь к людям, которые живут в центральной части России. Может быть, кто-то и смотрит за рубежом. Несмотря на то, что буквально вот последние 2,5 месяца, оказывается, мой канал смотрят люди в разных уголках мира. Были и люди, которые из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады и других стран ближнего зарубежья. Итак, вперед выходит Николай Пестрюков, уроженец Жиганского Улуса, ныне проживающий в городе Якутске. Но пока группа все втроем в шаговой доступности. По бегу, по ширине шага, мне пока кажется, Николай Пестрюков выглядит более предпочтительно. Но немножко подождем, пока не будем забегать вперед. Все решится на последний год. Мы уже выходим на улицу Лермонтова, уже слышно со стадиона музыка играет. И все решится сейчас на последних метрах.
Рекорд мира на марафонской дистанции среди мужчин равен 2 часам 01 минута и 39 секунд. Второе время показал Кенениша Бекели, тоже в Берлине он выиграл, если не ошибаюсь, в 2018 году. И тогда он выиграл с результатом 2 часа 01 минута и 41 секунда. В общем, было бы интересно, если бы они бежали в один год. Двумя, вот, они с разницей 1 год бежали. Кенениша Бекели проиграл всего лишь 2 секунды. Хотя по ходу он до 40 километра, по-моему, по графику бежал впереди Кипчоги. Но Кипчоги — это уникальный спортсмен, это спортсмен, который теоретически доказал всему миру, что можно выбежать марафон из 2 часов. Я сейчас до центрального входа стадиона остается буквально где-то метров 500-600. Меньше километра, наверное, где-то так. Остается до финиша. И все решится на последних метрах. Остается уже вот, приближаемся к стадиону. Вон он стадион, уже вот прожектора видны. Вот с этой стороны, но они забегать будут с той стороны. Остается совсем мало. Коля лошадь гадяна, лошадь себе гин. Так куда на ляр. Еще, Коля, еще. Во, еще, Коля. Барихана, леха. Баду, хэре хара олоо шүйгін Коля олоо. Көп қырағалы же, бүтейік олоо, хамы ғарқан жарықтағы хана оны баду бұд. Бо, бадда же. Давай, Коля, давай, бадда. До конца, спорт, он. Конечно, болею за Николая Костеркова. Последние 2-3 года он тренируется у меня, и мне как человеку, который тренировал Пестрякова Николая, очень радостно видеть своего подопечного, который лидирует. Кайыма, до конца легко. Еще, Аллах, еще диге. А так барат да барар, еще, Аллах, еще. Вот он, финиш. О, молодец. Я, конечно, что-то и говорил, но мне очень приятно, когда выигрывает мой подопечный Пестряков Николай. Выиграл марафонскую дистанцию. Но мы с вами поздравляем очень сильно наших финалистов, которые преодолели дистанцию 42
километра. Действительно супер большое и долгое расстояние. Очень долгий путь они преодолели ради того, чтобы получить заветную медаль. Это, конечно, классно провести время на наших Вот они, герои сегодняшнего забега. Радость победы. Мақтау яқа. Үлмендемеге көтір. Сөзі күлләді. Вообще, последний километр. Өрақам болды. 200 метр. А так, ол сөп жігеді.